Так, валейкум ассалам, Седана Дарова, Маршо. Сейчас, секунду. Chechen blogger in English. Валейкум ассалам. Седана Дарова, как ты себя чувствуешь? Так, я чувствую себя хорошо. Дел Рейсвилл. Валейкум ассалам. Кавказ Вью. Аллах Рейсвилл Саваш. Я также уважаю наших братьев, сестер, ингушей. Walaikum assalam. Chechen blogger in English. Yes, I know what you mean. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Так. Я просто жду чуть-чуть. Walaikum assalam. Байсангур, посмотрел видео, да? Понравилось? Вчера снимал это видео. Ну, ты пишешь, Анзор, плохо, что мою не увидел авто. Вот когда увижу, вот тогда то же самое сделаю. Ну, постараюсь в любом случае. Аллах рейсвил. Так, в общем, люди собрались. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И пройдусь по вопросам. Так, насчет Black Shark. Когда общенациональный съезд? Ну, точная дата все еще не определена, но скоро. Скоро, мы думаем, в начале сентября, вот примерно так. L195. Валейкум ассалам, Саваш Анзор Мууду Халде. Алхамдулилlah, туаль дигду шадига даашлу. Шухудешту. Могшай. Ибрагим Хачарой. Валейкум ассалам, Саваш. Анзор, что вы думаете о батальоне шейха Мансура? Это мои братья, это наши братья. Я являюсь частью этого батальона, представляю этот батальон, являюсь представителем чеченского батальона имени шейха Мансура. Вот. Это наши братья, которые сегодня воюют против русских оккупантов, против тех оккупантов и той армии, если ее можно назвать армией, которая убивала наших братьев и сестер. Ибрагим Канцигов. Плохо, что мне сразу авто не даете уже с флагом. Ну, флаг я могу дать, но авто, извини, не могу, к сожалению. А так бы отдал бы все, что у меня есть, всем вам. Лом 30. Жимбен دوتسا خمنم ملخص خيتر دو أنزور خاطر دو صحيق طيت حن شرح لم نشكره دعينا تي اتحادير الخيت يوم بو. Ну, то есть, переведу на русский язык. Думаешь ли ты, что... Сейчас. У меня тут скорость слабая. Думаешь ли ты, что тот огонь, который
потух костер через 21 год. Было ли это последним костром, как бы, то есть сопротивлением? Нет, это, как мы сегодня видим по ситуации в мире, по событиям в Украине, то есть у нас реально появился сегодня шанс возвратить то, что у нас забрали. И мы заберем все, что у нас забрали. И эти варвары, это государство, ответят за все, что они сделали. Я к тому, что будет победа, она уже близка, иншаллах. Ибраим Канцегов, аминь, Аллах. Аллах азат обладается масейра. Байсангур, Анзор, где можно скинуть фото? Просто хотел показать тебе. Можно на Фейсбуке или же в Инстаграме. Кстати, у меня должны стоять ссылки на мой Фейсбук и на мой Инстаграм. То есть там можно написать, там можно отправить фотографию. Вышли, посмотрим. Аладдин 95. Алла, рейс хырсалаш, массо бусалтагой дал, алаш. Борс Борзаев 44. Иншаллах, обязательно заберем, и вся эта шобла получит жесточайшее наказание. Аллаху Акбар, Салаш. Иншаллах, заберем и сделаем все, чтобы эти преступники, которые унижали наш народ, которые пытали наших братьев и сестер, которые их убивали, они ответят. Каждый получит по заслугам. Слуга народа, на данном этапе нам необходимо привести в порядок правовую сторону наших действий по деоккупации. У нас на все это есть права. Нужно навести порядок. Как я всегда говорю, нужно сделать то, что нам велит и говорит Всевышний. Чуть-чуть этого единства, дисциплины, серьезности и сплоченности, и все будет хорошо, иншаллах. Лом 30. Вайсемдук. Вайсемду. Пока что мы ставили шах, но скоро поставим им мат. Вот увидишь, брат. Так, кто-нибудь напишите мне, как связь вообще, скорость изображения, а также микрофона. Ну, вот я тут некоторые настройки сделал. И второе. Так, Тоскин Хан. Анзор, здравствуйте. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Важный вопрос. Ахмад Хаджи был идейным предателем или только ради денег? Мол, его сын точно ради денег. Все его называют Ахмад Хаджи. Знаешь, брат, хаджи это люди, которые совершили хадж. Так их называем. Вот. И я его таковым не считал, этого Ахмада. И не считаю его вот этого отпрыска.
Никакие они не хаджи. Это предатели чеченского народа. Да, вот этот ушлепок младшой, он является предателем. Второй, старшой, он являлся врагом чеченского народа. Он не был на нашей стороне. Он всегда был на стороне советских там, или российских спецслужб. И делал все, что они ему велят. Поэтому даже если он был какое-то время на нашей стороне, рядом с нами, то есть он не был на нашей стороне, он был рядом с нами. Да, были там громкие лозунги, заявления, когда Ахмад Кадыров в 94-95 годах открыто на митингах призывал убивать русских. Вот называл даже цифры, что чтобы решить проблему России и Чечни, как он говорил, нужно каждому чеченцу убить по 150 русских. Вот что он говорил. Потом на митингах выступал, что все должны встать на священную войну против России, что даже женщины должны вставать и идти в бой, воевать против русских оккупантов. Он говорил, он провоцировал людей на войну. В то время, когда наши лидеры, все наши лидеры призывали к миру. То есть они даже не звали на войну наши лидеры. А вот этот провоцировал. Сейчас, секунду. Видно мутно, немножко слышно хорошо. Ну, я с камеры компьютера, то есть с веб-камеры как бы снимаю. В общем так. Теперь виснет. Ну, видимо, связь не очень хорошая. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Украина, Никополь, связь отличная. Спасибо. Проверка связи. Да, Алекс Полтава, это предатель века. Ну вот, буквально недавно я сейчас проводил эфир в Инстаграме, у себя в Инстаграме. И вот говорил про этого ушлепка, про его отца, кто они, что они из себя представляют. Если честно, мне даже неприятно называть их имена. И делаю это не так уж часто, но говорю. Потому что, да, иногда надо и говорить, напоминать, кто они на самом деле. Таких, вот особенно вот этого младшего, вот такого глупого или безмозглого я никогда в жизни, в своей жизни, никогда не видел, не встречал. То есть это особый вид такой, редкость. Мухаммад Магомадов, мац вай джихад дамегерду. Когда нам нужно делать джихад, спрашивает Мухаммад. Мухаммад, джихад ты должен делать самого себя, очищать себя, вот, перед Всевышним Аллахом. Джихад это когда ты призываешь к хорошему, да, ну, скажем, ты на правильном пути, это твоя священная война. То есть твои знания, если ты куда-то пошел учиться, ты набираешь эти знания,
Они нужны не только тебе, но только и твоему народу. И этими знаниями надо принести пользу своему народу. Я никогда не призывал к войне, не призывал людей идти воевать и никогда делать этого не буду. Вот. А то время освобождения наших земель, оно произойдет, и все зависит от воли Всевышнего Аллаха, когда Он посчитает, что настал этот момент настанет, и мы должны будем сделать то, что мы должны сделать. Кто-то мне пишет. Пишет, но я потом отвечу. Ассаламу алейкум. Из Нальчика Кадырову привет и трубу по размеру щек для русской похлебки. Да. Холден Тоу. Добрый день. Анзор, у чеченцев много замечательных песен времен чеченских войн. Видел много украинцев, слушает на войне Муцураева и Алим Султанова. Имам Алим Султанов Гоута Кенти заряжает дух. Ну, во-первых, не чеченских войн, не было никаких чеченских войн, так же, как нету украинской войны. Была и есть русско-чеченская война, русско-украинская война. То есть это правильное определение, правильное название. Насчет песен, да, у нас были барды, я знаю Ислама Бунхоева, Алим Султанова, знаю Муцураева и других, Хаджимурадова, Хасмагомеда, которые вот исполняли патриотические песни, которые, да, действительно, как вы написали, заряжали дух, поднимали дух. Я помню, некоторые из этих бардов даже вот этот дух поднимали на передовых. Ва алейкум ассалам. Аламан хо машвол. Шушадыша. Вася Теркин. Слава героям, Вася Теркин. Благодарен чеченскому народу за их доброту, за то, что спасали украинцев от голода в 30-е годы, брали в свои семьи. То есть это был голодомор. Кто не знает, люди голодали. И есть такое, да, действительно факт, что украинцы приехали к нам на чеченскую землю, мы их приняли, вместе жили, и тогда, как и всегда в мире, вот. Нас много что связывает с украинцами. Не только вот эти события, но и вообще много что связывает. И поэтому мы, даже поэтому мы сегодня стоим рядом с украинцами. Босс, ва алейкум ассалам. Анзор, у меня такой вопрос. А что именно для Чечни и для чеченцев сделал твой отец? Он ведь тоже был президентом. Как что? Так. Поддержал победу во время Первой русско-чеченской войны. Это август 96-го года и другие операции, оборона Грозного, много чего. То есть воевал и наказывал русских оккупантов, этих убийц чеченского народа в бою. Вот. И хорошо наказал. После войны подписание мирного договора, многих соглашений, которых мы придерживались и которых не соблюдала Россия. Вот. Есть этот факт. Мы такой факт оставили. Далее сделал все, чтобы не началась война. Но мало что зависело от него
и от всех чеченцев, потому что Россия, русские готовили новую войну еще с 96-го года. То есть еще за 3 года до того, как она началась. Они готовились, они провоцировали нас, они проводили разные провокации, покушения и так далее, чтобы мы, чеченцы, начали внутричеченскую войну. И по воле наших лидеров и других людей, и чеченцев в общем, мы такую войну не начинали. Мы ее избежали. Но вот эту роль убийцы своего народа, роль вот предателя, врага своего народа взял Кадыров. Он начал убивать чеченцев. Он начал истязать их, пытать в концлагерях своих, на своих базах военных. И он начал позорить чеченский народ. И сегодня его ушлепок продолжает это делать. Отправляет чеченцев под давлением, даже под давлением погибать в Украину. И там, ну, я точно, конечно же, не могу сказать, так же, как и вы, из-за вот этих действий Кадырова убито много чеченцев. И все это на совести Кадырова. И в один прекрасный день ему придется ответить за это. Вот как-то так. Безумный борс. Анзор, сделай какие-нибудь пожелания молодежи, которая находится на оккупированной территории Ичкерии. Хотелось бы получить от тебя какие-нибудь советы, брат. Ну, совет в первую очередь знания во всем. Это будь религия, будь это какие-то направления, потому что все это пригодится не только им, но и нашему народу. И так и должно произойти. Нам нужны специалисты в будущем. Я призову именно к этому, чтобы они стремились к этим знаниям, чтобы шли учиться куда-нибудь на кого-то, на специалистов, вот, чтобы принести пользу в будущем для своего народа. Не обязательно брать в руки оружие. Нам нужны и вот такие знания тоже. Вот почему я вначале тут сказал, что священная война это не только тогда, когда ты идешь с оружием в руках воевать против оккупантов. Нет. Священная война это когда ты очищаешь себя и приносишь пользу своему народу. Призвал бы к терпению друг другу и вообще ко всему. Призвал бы к изучению нашей истории, что очень важно. А наша история это непрекращающиеся геноциды, войны, депортации насильственные. Вот. И все это сделала Россия. Все это сделала Россия. Нельзя такое забывать. Это нужно изучать, распространять нужно. Да, это самые трагические страницы нашего народа, но это очень важно. Нельзя такое забывать. Если бы сегодня люди бы помнили вот это, если бы помнили молодежь, например, или вообще люди относились бы к этому с уважением, то есть уважением к тем жертвам, к своей истории, то в рядах этого ушлепка Кадырова не было бы столько людей. Не было бы столько людей. Я понимаю, некоторая часть там ради денег. Но какая-то часть там ради такой идеи, то есть зомбированы даже. Вот к чему я бы призвал бы их.
Тоскенханд, Анзор, вопрос. Среди кадыровцев есть бывшие муджахиды и воины? Тот же Магомед Даудов, басаевский амир из села Гелдеген. Сам Басаев обучал Даудова или это пропаганда? Басаев Даудова не обучал. Да, он какую-то часть там был в чеченском сопротивлении, скажу так. Но по вопросу вот про бывших муджахидов или воинов, как бы в рядах кадыровцев, небольшая часть. Это в общем все раздуто, что бывшие боевики, как они это любят называть, находятся в полках имени Кадырова и так далее. Нет, небольшая часть, небольшая часть. А вот про того Даудова я вообще не хочу про него говорить. Олег, дорогие чеченцы, все будет хорошо. Воронка непременно падет и наступит свобода нашей республики. Надо будет подождать. Да, конечно, я всегда был уверен, и сегодня я уверен, что победа будет, и она уже скоро будет. Иншаллах. Ну, правильно тут один брат подчеркнул, что... Сейчас, секунду. Безумный Борс пишет Олегу: мы каждый день наблюдаем и радуемся победе Украины. Ваша победа – это наша победа. Так оно и есть. Любой выигранный бой, любая победа Украины – это наша общая победа, не только чеченцев. Муслим Вильно, да, Насагаев тоже дал, декал войли за шаша берша, декал больше. Валейкум ассалам варахматуллахи ва баракатуху. Сейчас отправлю эту ссылку. Секунду. И по комментариям. Слуга народа, не пора ли обращаться в парламенты ведущих стран мира с призывом о помощи и признании Ичкерии? Ну, даже до того, как все это вышло на публику, разговоры о признании Ичкерии, ну, эта работа ведется давно. Были обращения не только в парламенты других стран. И сегодня я, может, так чуть-чуть раскрою карты. Сегодня после проведенных встреч с разными политиками, евродепутатами, с организациями, мы видим это понимание и видим и чувствуем поддержку. И уверены, что вопрос о признании Ичкерии стоит недалеко, буквально рядом. Это скоро произойдет, это должно произойти. Ну и как всегда я говорю, самое важное, что Россия сама признала Ичкерию.
еще в 96-97 годах, когда вот подписывали все документы, все соглашения, договора о мире, то есть они подписывали это с чеченским государством, Чеченской республики, Республика Ичкерия. Так. Сегодня я дал интервью одному украинскому телевидению. Сегодня общались как раз на тему событий в Украине, а также на тему событий в Ичкерии. В общем. И сегодня, буквально недавно, провел эфир в Инстаграме, что я начал уже делать. И в скором будущем собираюсь вести, наверное, эфиры, как называют их, чаты в Телеграме. Ну, посмотрим. Безумный... Так. Безумный Борс. Анзор, молодежь одурманена и их родители. Многие достойные братья и сестры не имеют возможности жить дома. Нам даже в горы не дают ездить. Приходится собирать справки. Да, я слышал об этом, я знаю про это. Вот именно я про это и говорю, что молодежь, а также их родители одурманены. Ну как можно сегодня отправить своего сына в армию, которая когда-то убивала твой народ? Вот. Буквально недавно. 2 войны. Более 300 тысяч убито у нас братьев и сестер, наших родных. И как после всего этого они позволяют своим сыновьям вступать в эти армии, и тем более, чтобы их сыновья отправлялись воевать против другой страны. Я этого никогда не понимал и не могу понять. Сейчас, секунду. Почему у меня не идет зарядка? Сейчас, секунду. Да вот она. Ну, теперь будет лучше. Хуже, чем Сталин, никто не сделал чеченцам. Убил 50% чеченцев. Но справедливости ради мы никогда не обвиняем в этом грузин. Только в ответ, если кидают глупые обвинения. А при чем грузины тут? В то время, во время Сталина, Кремль виноват в том, что... Да, Сталин тоже виноват в том, что наш народ был депортирован. Но то, что вот этот варвар и фашист сделал, не сделал никто. Покажите где-нибудь в истории, чтобы чеченцы вот так убивали чеченцев. Не было вот такого никогда. Это в первый раз. И все это произошло при Путине и при этих мерзких существах Кадыровых.
Боскурт 94. Хвала Аллаху, что-то тебя не видно у Фархада на стриме. Ну да, я давно с ним не разговаривал. В любом случае, и недели будет. Вот. Ну, обязательно поговорим. Пока сам очень занят. Каждый день у меня проходят встречи. Готовимся к некоторым мероприятиям. В общем, мы работаем днем и ночью. Так, Liberty. Анзор, те, кто сейчас работает на Кадырова и Россию и мучает чеченцев после деоккупации, когда они будут говорить, что у них не было другого выбора, заработать деньги, их будут прощать? Не будут. Не будут прощать тех, кто виновен в том, как они унижали чеченский народ, как они пытали, убивали чеченцев. Придется за все ответить. Имена известны, даже фотографии, их деяния, то есть списки есть. Придет день, и они об этом пожалеют. При Саргимо. Анзор, когда Ичкерия будет независимой, как вы поступите с кадыровцами? Я только что сказал, это будет справедливый суд. Ну и еще. Самых главных, тот же Кадыров там, и ему подобные существа, не будет там, они не будут наказаны там смертной казнью и так далее. Нет, они будут жить. И они будут долго жить. До тех пор, как это возможно. Вот, они будут долго жить. Будем кормить, поить. Но они испытают все то, что они сделали с чеченским народом. Они этого заслужили. И их иногда будут выводить в клетках в центр Грозного, чтобы вот показать предателей, мучителей, этих существ, которые убивали чеченский народ. Вот что будет. From Джахар, Анзор, сохранился ли оригинал договора в 1997 году, то есть речь идет про мирный договор, подписанный в Кремле двумя президентами. Ну, с нашей стороны, да, есть копии, есть. А вот оригинал, ну, шла же война, шла война. Поэтому некоторые вещи не сохранились. Но сам факт есть. Well, Chechen blogger in English. Anzor, what about that Ukrainian blogger who wanted to do interview with you? Did he contacted you? No, he didn't. I'm still waiting. So yeah, I remember when you told me about the Ukrainian blogger. You can just message him and ask him to contact me, so I can talk and we'll see what we can do.
Абдурахман из Турции. Валикум салам вараматуллахи ва баракату, брат. Ичкерия была, Ичкерия будет, и она будет свободной, и там будет уважение ко всем людям. Вот. И ты обязательно сможешь приехать к нам. И уже, как ты сказал про гражданство, то можешь запросить это гражданство, и ты можешь его получить, иншаллах. Тоскенханд. Анзор, если так задуматься, ельцинская Россия была такой же. Резня в Ингушетии 92 года. Первая российско-чеченская война. Что говорил о вашем отце и в целом о Чечне? То есть Ельцин что говорил? Ну да, резня в Ингушетии 92 года. Там Азербайджан, там Грузия, там Литва. Вот. Это как Россия проливала кровь народов. А что говорил Ельцин об отце и в целом о Чечне? Он под конец, как вы знаете, пожалел даже о том, что совершил такое. Да, действительно, он так и сказал. И Ельцин все-таки верил, ну, ты спрашиваешь, что говорил Ельцин о вашем отце. Ну, Ельцин знал, что с Масхадовым можно договориться, как бы так. Хотя, знаете, это будет, ну, так странно звучит, но Масхадов и другие политики или там наши генералы, они хотели им одного и того же, то есть свободы для своего народа. Свободы для своего народа. Анзор, почему все, кто приходит к власти против нас, что против нас всех? А дальше, понял пока. Ичкерия Лайф. Наши похищенные при зачистках до сих пор сидят в тюрьмах, а десятки тысяч пропали без вести. Да, это Россия такая варварская, бесчеловечная страна, вот, которая так с легкостью совершает такие преступления. Преступления против человечества. Геноцид. И как ты говоришь, я уверен, что многие, которые без вести пропали, сегодня сидят в тюрьмах. Мы не знаем, живы они или нет. У меня тоже есть родственники, которых забрали во время зачисток. И мы также не знаем, живы они или нет. Ва алейкум ассалам, Ичкерия, Чечен и другие наши братья и сестры. Алмаз Джапарбеков. Ва алейкум салам, брат. Анзор, как твое здоровье? Ваша. Рад, что ты с нами. Слышу, в Чечне готовится третья война. Не дай Аллах, конечно, но терпения уже нет. Пора этих муртадов уничтожить, иншаллах. Иншаллах. Насчет третьей войны скажу так. Я, как и любой здравомыслящий, адекватный человек, никому не желаю войны, не желаю ее своему народу. И любыми способами избежал бы
войну, если бы у меня такое спросить. Но я надеюсь, что все эти события, деоккупация Ичкерии, пройдет другим образом. Это возможно. Все зависит от воли Всевышнего Аллаха. И дай Аллах, чтобы мы больше никогда не увидели никаких войн. И что еще могу добавить по этому поводу, так это сегодня идет война в Украине, и эта война касается всех нас, не только украинцев, чеченцев, казахов, вообще всех народов, в первую очередь, которые находятся в соседстве с нами. И поэтому нам надо добивать этого змея, Путина, эту гадюку, чтобы поставить точку во всем этом. Поставим точку с Путиным, и уже будет спокойно. В Казахстане будет спокойно. Никто не будет угрожать Казахстану, никто не будет угрожать балтийским странам, никто не будет угрожать чеченцам. И мы по-любому вышвырнем этих марионеток оттуда, где они сейчас. Я про тех в лице Кадырова и всяких других ушлепков. Так, Дмитрий Донецкий. В первую чеченскую войну мне было 18. Жил в Ростове-на-Дону. Попасть на войну было легко. Я смог избежать. Попросился на Байкал. Дмитрий Донецкий. Спасибо за сообщение. Во-первых, нет, я еще раз повторюсь, не было и нету чеченской войны. Не было такого. Мы ее можем назвать русско-чеченской или же российско-чеченской войной. То есть это правильное название. И это хорошо, то, что вы смогли избежать войны. И правильно это сделали. И я бы призвал бы, и вы тоже это делаете, чтобы сегодня русские не участвовали в этой войне, в которой развязал Путин. Это позор. Это позор не только для самой России, но и всем россиянам, русским. Это не должно было произойти. Вот то, что сейчас делает Путин, это преступление. Он совершает геноцид украинского народа. И я уверен, что он продолжит, если ему позволят. Он полезет в Балтийские страны, он полезет на Кавказ, он полезет в Казахстан, если ему позволят. Так что я думаю, считаю, что этого варвара нужно остановить вместе, чтобы потом не было поздно. Абдурахман Астурки. Вежри, где посмотреть интервью Анзора Масхадова украинцам новое? Как найти в Ютубе? Сейчас это интервью проходит обработку, и оно еще не выставлено. Ну, наверное, где-то завтра, не знаю точно, они выставят. Несущий мир. Анзор смотрел трансляцию последнюю твою и заснул, и во сне мы общались
все происходило в Ичкерии. Иншаллах, скоро мы встретимся в Ичкерии. Иншаллах, встретимся. Я уверен, встретимся. Звонит. Босс, Анзор, неужели ты веришь в то, что говоришь? Кто накажет в центре? Ты хоть знаешь, сколько надо будет наказывать? Я знаю. Я знал мысли тех людей, которых нет сейчас в живых. Ну, я имею в виду про наших лидеров, что они хотели и как они видели послевоенную Ичкерию. Вот. Именно про наказание. Их накажут. Сколько бы их ни было, по возможности накажут. Иншаллах. У нас никогда не происходило то, что сегодня происходит. Нас никто так не позорил. Никто не совершал вот такие пытки, самые мерзкие. Вот. Как это делает, вот это, я не хочу даже животным это называть его, это существо Кадыров. Так что ответит сполна. Фридом. А Кадыров-то сбежит, он же наш главный враг. Самым первым нужно его наказать. Да нет, он не враг. Не такой, не главный враг. Главный враг это Кремль, это Россия. Вот эти преступники. Вот кто нам враг. А вот этот ушлепок, о котором ты пишешь, он из себя ничего не представляет. Это ничто. И все знают это. Все знают это. Сейчас, секунду. Черкес Кабардинский. Барак Аллах, брат. Дай Аллах и вам всем крепкого здоровья. Дмитрий Донецкий. Анзор, соглашусь, не чеченская война, это российская война. Неудачная игра слов. Ну, Россия всегда так делала, называла там афганская война, или там называет сегодня украинская война, или там называла чеченская война. Как будто чеченцы воевали друг против друга, как будто чеченские самолеты летали и бомбили чеченские города. Неправильно же? Войны начинала Россия. И первую российско-чеченскую, и вторую российско-чеченскую. То есть, следовательно, все нужно называть своими именами.
Так, Чечен блогер in English. Мы сегодня общались с тобой, брат. Общались на тему съезда. Съезда чеченцев, ну, коротко так говоря. И была такая мысль во время нашего разговора, ты даже попросил меня упомянуть это, что есть такие люди, которые говорят, что мы, которые пытаемся вот организовать вот эту встречу, съезд, и что вот эти люди говорят, что мы создаем какое-то четвертое правительство, что мы, организаторы этого съезда, такими действиями якобы делим чеченцев. Вот такие как бы глупые закидушки, вбросы. Ну, это фитна называется. И это наши недоброжелатели. Это говорят те, кто не хочет, чтобы у нас было единство. Понимаете? Вот кто это. Для меня нет никакой разницы, что Кадыров, что русский оккупант и что вот эти люди, которые противостоят нашей идее о единстве. И кто сегодня выступает против такого съезда, против проведения такого съезда и против единства в целом в чеченском обществе. Для меня он такой же, как и этот Кадыров и другие там. В общем так. Мы любыми путями, нами дозволенными, пытаемся провести вот такую встречу, очень важную для нас. И она пройдет скоро, ну, ориентировочно где-то в сентябре. Мы проводим огромную работу. Может, да, в какой-то степени недостаточно, но мы делаем все, что в наших руках. К примеру, я со своей стороны скажу, каждый день это общение, поиск новых идей, встречи. Каждый день очень много встречаюсь с людьми. Вот, даже вот за 2-3 недели, я не знаю, сколько сотен людей я уже увидел, не считал, но очень много людей. То есть я все это записал вот так в голове, себе заметки сделал, анализирую вот эту ситуацию в нашем обществе. И вот мы пришли к такому выводу. Это просят люди, это просит народ, наше общество, чтобы мы наконец сделали то, что надо было сделать лет 20 тому назад. Да, когда-то на кого-то надеялись, но они этого не сделали. Но сейчас уже дальше тянуть некуда, и поэтому мы вышли, мы работаем с людьми, имеем прямой контакт, общаемся, узнаем их мнение. И кто бы там, где бы там не выскакивал, не выпрыгивал, и что бы там они ни говорили, мне без разницы кто, эта встреча пройдет. И все будет хорошо. Все будет хорошо, иншаллах. Абдурахман из Турции. Надзор, можешь как человек, прошедший войну, дать оценку Второй Карабахской войне с военной точки зрения? И будет ли третья война? Ты же знаешь Россию. Джазак Аллах хайран саваш. Брат, сейчас, секунду. Насчет войны за Карабах, ну, я много раз об этом говорил.
был грамотный подход, все четко, все как надо, и все прошло успешно. Но насчет, да, ты говоришь про Россию, да, вот нельзя верить России. Нельзя давать России вообще какого-либо, чтобы она имела какое-либо влияние на Кавказе. Там, где Россия, там война, там ложь, там все ужасное. Вот посмотрите, там буквально недавно, там в Украине, в Одессе они нанесли удар по Одессе сразу после достигнутых договоренностей. И в нашем случае, в чеченском случае, они подписывают договор 12 мая, договор о мире, это было в 1997 году. Вот. И даже Ельцин еще устно вот так сказал, что все вопросы будут решаться за столом переговоров. Ну что, и они это говорили, и они готовились к новой войне. Им нельзя верить. У нас в народе говорят, русский меняет свою мысль 9 раз ко дню. То есть 9 раз у него поменяется мысль. Может поменяться мысль. Он может наобещать тебе сейчас всего, но даст ножом в спину через некоторое время. Поэтому нужно быть готовыми ко всему. Но я уверен, все будет хорошо, иншаллах. Chechen Blogger in English. Как можно создавать четвертое правительство, если мы хотим объединить наш народ? Логику даже не вижу в том, что мы создаем что-то новое. Давай открыто так скажу. Сегодня у нас нету никакого правительства. Никакого правительства Ичкерии. Нету его. Есть остатки той власти, пусть так это будет звучать, но я в общем говорю, сейчас объясню. Есть то, что осталось от той власти, которая у нас была. Это бывшие министры, это бывшие вице-премьеры, бывшие депутаты и так далее. И это люди, те люди, которые не могут собраться, сесть за один стол, даже попить чай не могут. Не могут. Мы все это время, более 20 лет, ждали этого. Ждали, что кто-то что-то сделает. Не сделали. А только пилили друг друга, обменяли друг друга в чем-то. Непонятно в чем вообще. Вот. В общем, они не сделали этого. Единства. Даже после того, когда прямо об этом говорил наш президент Аслан Масхадов, Абдулхалим Садулаев. Вот. И даже когда этого требовали простые муджахиды, наши воины, они даже их не постеснялись. И поэтому, как ты сказал, наш брат, иншаллах, мы пытаемся сделать что-либо для нашего единства, для единства чеченского общества. Мы не открываем тут никакое правительство и не имеем права также назначать или выставлять своего лидера, потому что мы не имеем права. Все это произойдет тогда, когда мы вернемся на свою родную землю, когда пройдет деоккупация. А то, что мы сейчас делаем, ты уже сам написал, брат, ты правильно заметил и правильно сказал. Мы ищем своих сторонников и людей, которые готовы к единству. Вот что мы делаем.
Так, кого-то тут стирают, удаляют его. Ну-ка. Сейчас мы посмотрим. Мне же тоже интересно, что он там пишет. Ламонхо, если ты так его. Barkal Ламонхо. Лариску. Ичкерия Лайф. Те, кто не могут сесть за один стол даже для чая, как собирается предводить чеченский народ. Дербиз на свалку истории бывает, ишнаш. Но, брат, знаешь, я же не просто так это все говорю и сказал сейчас вот это, что они даже не могут сесть за один стол, выпить чай, просто о чем-то поговорить. Они не могут это сделать. Не могут. И тем более сейчас говорят от лица имени народа, выставляя себя самыми легальными и так далее и тому подобное. И еще даже говорят, что хотят отправлять в Украину воевать чеченцев. То есть молодежь призывают к войне. Тоскенханд, почему у Ямадаевых не хватило духа идти против России? Но у них не хватило духа воевать с Грузией, батальон Восток. Ваше мнение? Ну, потому что у них не хватило духа. Да, Ямадаев принимал участие в войне против русских оккупантов. Какое-то время потом перешел на их сторону, стал предателем. Потом его послали в Грузию, вот этот батальон Восток. И они там ничего особенно не сделали на самом деле. Примерно то же самое, что делают сегодня эти батальоны тиктокеров в Украине. Не более. Просто у таких людей нет духа, как я сказал, нет идеи, за что они воюют, зачем они воюют. Вот поэтому. Ганза Геймс, а как ты относишься к русским, обычным людям? Ну, мне русских жалко, на самом деле. И жалко почему? Потому что посмотрите на отношения Путина по отношению к русским людям, к россиянам. Это безразличие. Вот. Начнем с 99-го года, в то время, когда именно засветился Путин вот так на публику. Он что, взорвал дома в разных городах России, потом обвинил чеченцев. И заметьте, ни одного чеченца не осудили, даже фамилия, не называли фамилию. Вот. То есть спецслужбы России убили своих же граждан, чтобы начать русско-чеченскую войну. Вот поэтому мне с одной стороны жалко русских. И сейчас вот это отношение в войне в Украине. Вот. Как они посылают их на убой.
Не пора ли русским встать и остановить этого мерзавца рогатого? Но тогда меньше было бы смертей и трагедий. Извиняюсь. Народ Чечни. Анзор валейкум. Так, валейкум салам. Ответь, пожалуйста, когда Чечня станет свободной, вернем ли мы свои потерянные территории? Брат, я постоянно так говорю, что я не люблю говорить про территории. Здесь уже должны, в первую очередь, мы должны быть хозяевами нашей земли, а потом уже создать какую-то комиссию, например, говорю, и там собрать историков, чтобы они вот это обсуждали. А так сейчас это звучит провокационно. Именно для России это выгодно, чтобы у нас были какие-то конфликты на территории нашей общей земли, на территории Кавказа. Поэтому я и не хочу говорить на эти темы, на тему территорий. Валейкум ассалам. Читаю ваши комментарии. Так, Тоскинханд Анзоров, правда, что Ахмад Хаджи? Никакой он не Хаджи. Просто Ахмад. Или Ахмед, Ахмад. Правда, что Ахмад заигрывал с Ямадаевыми, чтобы укрепить свою позицию. И за что Кремль убрал Ямадаевых? Потому что пошел против Кадырова. Путин, Кремль защищает Кадыровых. Потому что таких овощей, редких овощей невозможно найти. Они управляемые. Они все могут сделать ради денег. Вот почему. А так вот, да, Кадыров заигрывал с Ямадаевым, то есть Кадыров использовал Ямадаева, как и всех других, вот, и продолжает использовать того же Делимханова, этого Даудова и других там разных ушлепков. Так. Дариус Пырвус, что вы думаете про Закаева? Закаев это бывший вице-премьер, бывший специальный представитель президента Чеченской Республики Ичкерия по особо важным поручениям. Ну что я думаю? Да, в общем так.
Мне уже много людей тут написали, звонили. Кстати, один патрон у меня появился. Я не знаю, он тут в чате или нет. В общем, Штурм стал патроном, вашим патроном, написано тут. Штурм, если ты здесь, я тебя благодарю. Твоя поддержка и поддержка других людей очень важна, потому что вся эта работа направлена для достижения нашей общей цели. Аллах рейсвый, Аллах фида. Бахрус Мамедов, скажите, пожалуйста, откуда такая уверенность, что Россия проиграет? А потому что это уже видно, это очевидно. Вот такая вот уверенность в том, что добро победит зло, обязательно победит. Мы поможем, мы сделаем все, чтобы добро победило. Иншаллах. Дмитрий Романов. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. А правда говорят, что Рамзан Кадыров зарезал русского в 16 лет? Нет, неправда. Он был далек от этих событий. Да, любят говорить, что он участник войны, воевал против русских. Нет, он нигде не воевал. Не воевал. И он никаким образом не мог зарезать русского, потому что он, наверное, и не видел с близкого расстояния русского в то время. Да, вот тут уже написал, курицу зарезал в своем курятнике. Тоскин Хант, да, я все видео помню. И все эти видео смотрел много раз. Много раз. Я просто даже эту фамилию этого ушлепка не хочу читать. Борздак. Так, в общем, Абдураман Астурки, Анзор, если будет война, мы не останемся в стороне, брат. Но война-то уже идет, она идет. И поэтому никто из нас не должен оставаться в стороне. Мы должны делать то, что мы можем, и то, что есть в наших руках. Ce Anzor Mawladi Udogo Vist Hunsa Holbo Dela Insa
Сейцерха, сейгелэцэ алиш аттамуду исмун, атмуду. Так, кычарна, что сан бистхал цалаар, цунулэцэ сахума алиш яц, и царикхаттиз. Царикхаттиз. Так вот. Сейчас я уже пойду. Так, сколько время? Мне уже надо идти. Скоро у меня встреча. И еще раз повторюсь, пройдусь по тем моментам. Вчера видел машину. В этой машине был флаг Ичкерии. Потом сделал видео. Я выставил это видео здесь. Вы, наверное, видели. Вот. Хотел сделать человеку приятное. И другие моменты. Это тут уже пишут сообщения. В общем, работа идет. Я со стороны смотрю на тех недоброжелателей, но я обязательно выступлю по этому поводу, скажу, кто они, и скажу, как они все начинали и кем они всегда являлись. Я все это скажу. Но со временем. Что бы они там ни делали, какие провокации бы они там не проводили бы, или там сплетни не пускали бы свои, работа продолжается, и скоро мы проведем вот это мероприятие под названием «Съезд». И дал Аллах, мы вот, иншаллах, проведем вот это мероприятие, съезд. И нас много людей поддерживают. Это те люди, с которыми мы встречаемся вот, на местах. Иншаллах, проведем это мероприятие. Вова Путин, будешь в Берлине, дай знать. Хорошо, Вова, дам знать. Аллах рисхуй масана. И еще раз до того, как уйти, я просто напомню. Я не говорю, что мы что-то многое делаем. Нет, мы делаем то, что у нас есть в руках. Но мы это должны делать все вместе. И если мы будем все вместе это делать, то принесем больше пользы для нашей идеи, для нашего народа. Вот. И я просто еще раз, в очередной раз призываю вас становиться рядом, быть нашими помощниками. Иншаллах, мы пытаемся делать начинать с того, что нам говорит нам Всевышний Аллах. Именно с таких слов, что мы должны быть вместе, и только тем людям, у кого есть единство, Аллах дает победу. Вот чего мы хотим. Вот как мы хотим добиться этой победы. Мы не хотим вестись на какие-то провокации, слушать тех болтунов, вот, а реально заниматься делами. Поэтому давайте все это делать вместе. Нам нужны помощники. Нам нужна ваша помощь. Архум метхдакитвейк. Архум нистейтвейк. Мегарду Аллах рейсхуль масана. Я благодарю вас. Всем мира, здоровья, терпения.
Иншаллах, все будет хорошо. Алхамдулилlah, у меня все хорошо. Да, Ютаева Мухаммада я знал, Аллах декал больше, Аллах газит кобыл дельси масира. Так, нохчи матайдус, харцанах бой нюа, шей амбиция, шхалхаях, оцнах, кез гладия. Инцал цадинага, инцади дарцар. Ну что, до встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар.